Во-первых, уполномочен поблагодарить вас всех за открытый диалог, за открытую дискуссию. Мне поручено передать вам просьбу со стороны администрации президента перенести наше сегодняшнее заседание и обсуждение, и рассмотрение этого вопроса в связи с тем, что у нас есть ряд позиций Российской Федерации, связанных с этим вопросом, вам уже это известно. Исполнительной властью, если позволите, я договорю дальше. Оформляются соответствующие решения со стороны исполнительной власти. На данный момент в республике отсутствует президент Аслан Георгиевич Бжания. Принимаются все необходимые решения. То постановление, которое вами было принято, направлено, находится на необходимом изучении и реагировании. Нам понадобится определенное время для того, чтобы, исходя из тех позиций, которые к нам поступили с Российской Федерации, сформулировать нашу позицию и выйти к вам с той позицией, которая будет определена. Я обращаюсь к вам с просьбой, и у меня есть на то полномочия, перенести нашу сегодняшнюю встречу на более поздний срок, можем согласовать, если вам это будет удобно, для того, чтобы те люди, которых вы пригласили, пришли с уже конкретно зафиксированной позицией на предметное обсуждение этого вопроса, если вы пойдете навстречу. Вот. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и донесли до нас позицию. Хотел спросить вообще, нам говорят, что пришло какое-то письмо. И судя по тому, что вы говорите, да, действительно есть письмо от Министерства обороны Российской Федерации. Это так? Я, к сожалению, не уполномочен сейчас вдаваться в конкретные вопросы, связанные с поступлением письма или нет, потому что, как я уже сказал, есть позиция Российской Федерации, она тоже проходит определенную процедуру, здесь происходит аналитика этих позиций, и исходя из этой аналитики мы сформулируем для вас ту позицию по поводу вашего обращения, которое у нас будет. Сейчас я не уполномочен вам сказать, письмо или нет. Эта позиция, она как-то формализована? Я думаю, что вы меня поймете, мои полномочия здесь ограничены, и что могу, то и говорю. Да. Друзья, коллеги, я думаю, очередной раз власть показала свое отношение к парламенту. Хочу, может быть, освежить память. Не далее как 2 недели назад примерно у нас была встреча на запланированную дату. Мы встречались с исполнительной властью, где они просили, чтобы мы отложили на 2 недели нашу встречу. С тем, чтобы все-таки дать еще раз возможность исполнительной власти скорректировать свое мнение и свое видение на те наши, на то наше постановление парламента и сделать некий нам ответ, или же встретиться с нами на очередном, так скажем, правительственном часе, так называемую встречу с депутатским корпусом. Как вы видите, все это оказалось ложью, просто затяжкой времени. Вот все то, что сегодня происходит, это отношение к парламенту. Я думаю, что нам уже пора некоторые выводы сделать. Да, кто-то кого-то где-то поддерживает в политическом плане, но здесь не политика, здесь просто игнорирование парламента. Мы народные избранники, народ нас избрал, чтобы мы сегодня вот здесь, с этой площадки, вещали те вещи, которые народ хочет. Как только мы об этом начинаем говорить, нам вот такие вещи сегодня видите, какая картина. Так, Алхас Валикович и Аслан Султанович, где те люди, которым мы с вами ходили, разговаривали, за которых вы просили время тянуть? Это вот такое отношение этих людей к нам, парламент, да? Скажите, пожалуйста. Они ни меня, ни парламент, они первым долгом вас, понимаете, не уважили в данном случае. Это что такое? Мы договорились еще раз оттянуть, увидеться. Ну, как видите, то, что сегодня, то есть приглашенные места пустуют. Люди не спустились сюда, не сказали свою позицию, а им нечего говорить. Сегодня Анна Львович просто в силу своей, как говорится,
занимаемой должности обязан был прийти нам сказать пару слов, хотя непонятно, о чем речь идет, о каком-то письме. Мы что, письмо пришли обговаривать? Мы пришли обговорить действия исполнительной власти непосредственно, за незаконные их действия, за то, что они, минуя парламент и все мыслимые и немыслимые, законы, перешли все границы. Мы это им указали, мы попросили исправить эту ситуацию в нашем постановлении. В связи с этим хочу пару вопросов вам задать, Анна Григорьевич. Не коротко, можно как блиц-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Скажите, пожалуйста, Анна Григорьевич, вы как нет человек, который непосредственно имеете с законами Республики Абхазия, эти законы, которые вот под этой крышей, рождаются. И вы, как тот человек, который обязан, это нести, в народ и так далее, в исполнительной власти. Скажите, пожалуйста, по иерархии, договор о международных, закон о международных договорах, в данном случае, по иерархии стоит выше, чем закон Республики Абхазия? Просто да, нет, можете ответить? Во-первых, коль вы мне предоставили слово, отвечу на ваше высказывание о том, что я был вынужден сюда прийти по должности. Я здесь с вами вынужден не согласиться. Я всегда отвечаю за то, что я делаю, за свои решения. Вы знаете, я ответственный человек и должностное лицо в том числе, стараюсь, во всяком случае, этого придерживаться. Поэтому здесь я нахожусь исключительно потому, что у вас были определенные вопросы, и я сюда явился. Нет, вы сами сказали, что вас уполномочили. Почему вы сейчас переиначиваете? Меня уполномочили сообщить вам о том, уполномочили попросить вас перенести встречу. Вот о чем меня уполномочили. А я здесь нахожусь, потому что меня пригласили, и спасибо я вам. здесь. Спасибо. Обращаю ваше внимание на это. Это первое. Второе, в любом случае, вопрос понятен. Да. Все, что касается международных договоров, они имеют высшую юридическую силу. И выше юридическую силу, чем выше. Да. Выше. Теперь, в связи с этим, я, пожалуйста, просил бы немножечко внимания. Тогда еще такой момент. Скажите, пожалуйста, решение Кабинета Министров, это закон или подзаконный акт? Какой? Подзаконный нормативно-правовой акт. Он даже не закон, правильно же? Подзаконного характера, да. Нормативно-правовой. Теперь скажите, пожалуйста, как это случилось у нас в Абхазии, что подзаконный акт имеет, оказывается, высшую юридическую силу, чем даже не закон, а даже выше, чем закон о международном договорах. Объясните, пожалуйста, мне. Как это у вас происходит вообще? Мне неизвестно случая, в котором подзаконный акт приобрел форму выше, чем закон. Как? В данном случае Кабинет Министров принял решение, минуя парламент, минуя закон о международных договорах, заключил арендные договора, кстати. Кстати, это решение, в котором непосредственно вы все участвовали, и прокуратура, и вы, я так понимаю, что вы свое заключение давали. Вы можете, огласить ваше заключение не полностью, а какое, вы, каждое из ваших, ведомств сделало по данному, постановлению или решению по Кабинета Министров, какие заключения принимали вашими ведомствами? Можете сказать? Анна Григорьевич дал понять, что он в некоторых вещах сегодня не может говорить за остальных людей, которые сегодня не пришли и сегодня требуют от него. Нет, Анна Григорьевич, что мне нужно было, я уже услышал. Давайте тогда он знает, что такое международный договор, он знает, что я такое. Уверен, вы знали, что он знает, что такое. Это, слава Богу, он хорошо в законах разбирается. Другое дело, как он и вся исполнительная власть, как этим пользуется, это уже другой вопрос. А законы, если можно, я продолжу. Коллеги, это совсем мое предложение. Раз уже у нас так пошло, давайте тогда на сегодня я предлагаю эту встречу закрыть. Нам внутри, в рамках Народного собрания, надо прийти к какому-либо решению о том, как мы будем реагировать на это. Каждый из нас имеет возможность подготовить свои предложения. Мы уже, я думаю, в ближайшее время, завтра сессия,
Я думаю, к понедельнику, когда мы соберемся, выслушаем предложения ряд наших коллег, кто будет иметь какие-либо предложения, для того, чтобы мы реагировали на это должным образом. Мое предложение такое, если кто-то имеет иное предложение, вопросов нет, но я считаю, что сегодня будет действовать правильно именно так. Я тоже так считаю. Прямо сегодня с руководителем комитета можем созвониться и согласовать дату следующей встречи в обоюдном порядке, если позволите. А видите, съемка, а сейчас вот мы что, мы должны согласовывать, когда они нам соизволят своим нахождением здесь осчастливить нас, что ли? Мы им раз назначили, второй раз назначили, третий раз. Я не понял, ну что за здесь игры начались? Не, Иван Валерьевич, мы сейчас говорим не о том, что мы будем подстраиваться, а потом, когда они смогут прийти. Раз они озвучивают ту позицию, да, полномоченные представители озвучивают позицию, что им якобы не хватает какого-то определенного времени, чтобы подготовить соответствующий компетентный ответ на наше постановление. Если они мало ли какие письма приходят. Мы говорим уже о тех действиях, которые совершили. Я согласен, мы то же самое имеем в виду, просто я хочу понимать, если они озвучивают какую-то оттяжку в очередной раз, имеют ли они понимание, в какие сроки... И в конце концов, если мы уже столько говорим, я не хотел вытаскивать, но мы и письмо, значит, обнародуем, письмо Шойгу, которое существовало на тот момент, когда заключали договора, раз они ссылаются на письмо. Но письмо Шойгу и в том, и в другом случае, понимаете, это не самое главное, на которое надо ссылаться. Там есть ряд вещей, и есть самое главное закон, который нарушен, слушайте. Мы говорим о законодательстве, мы говорим как, значит, законодательный орган, мы людям показываем и объясняем, что они нарушили закон. Я как депутат обратился в прокуратуру, до сих пор ответа нет. Да, они, конечно, ответили, что они занимаются, ну то есть окончательного ответа еще нет, хотя реагирование было, слава богу, хоть в этом, да. Вроде занимаются люди. Надеюсь, и там будет тоже, наверное, какое-то прояснение в прокуратуре, но самое главное, мы указываем, им говорим, не нарушайте закон. Они нам какие-то письма здесь предлагают и вообще не появляются. Друзья мои, если было бы им что сказать, я уверен, при всех их они выйдут. Да, Иван Валерьевич, давайте на данный момент отпустим наших уважаемых гостей. Спасибо большое. Спасибо, что пришли, поблагодарим.